Здравствуйте, дорогие друзья. Кар-кар-кар-кар! Здравствуй, Клёпочка. Ой, здравствуйте! Здравствуйте, ребята, торопился, опоздать боялась. Ты не опоздала, ты пришла Ну, вовремя. хорошо. Друзья мои, сегодня я расскажу вам удивительную сказку. Русскую народную сказку «Дочь семилетка». Ой, как интересно. Садись Слушай. и слушай. Ехали два брата. Один бедный, другой богатый. У обоих по лошади. У бедного кобыла, у богатого мерин. Остановились они на ночлег рядом. У бедного кобыла принесла ночью жеребенка. Жеребенок подкатился под телегу богатого. Наутро он будет бедного: «Эй, вставай, брат, у меня телега ночью жеребенка родила». Брат встает и говорит: «Да как можно, чтобы телега Ага. жеребенка родила? Это ж моя кобыла принесла». Богатый говорит: кабы твоя кобыла принесла, жеребенок подле нее был бы». Ты смотри, какой я. Поспорили они и пошли до начальства. Бедный одарил только своим словом, а богатый судьям денег давал. Дошли они до самого царя. Велел он призвать обоих братьев и загадал им 4 загадки. Что всего на свете сильнее да быстрее? Что всего на свете жирнее? Что всего мягче? И что всего милее? Положил им сроку 3 дня. На 4-й приходите, ответ дайте. Богатый подумал и вспомнил про свою куму и пошел к ней за советом. Посадила она его за стол, стала угощать, а сама спрашивает: «Что ты так печален, куманек?» «Да вот загадал мне государь 4 загадки, а сроку всего 3 дня положил». «Ну что такое, скажи мне?» «Ну вот, кума, слушай, первая загадка: что всего на свете сильнее да быстрее?» «О, загадка! Вот у моего мужа кобыла есть, вот нет ее быстрее. Коль кнутом приударишь, и зайца догонит». «А вторая загадка: что на свете всего жирнее?» «Ой, у нас такой Боров кормится, такой жирный стал, что на ноги не поднимется». Третья загадка: что всего на свете мягче? «Да, известное дело, пуховик, уж мягче и не выдумаешь». Ну а 4-я загадка: что всего на свете милее? «Ой, так это внучок мой Иванушка». «Ой, спасибо тебе, кума, — говорит богатый, — научила уму-разуму, век тебя не забуду». А бедный брат залился горькими слезами и пошел домой. Встречает его доченька, семилетка. «О чем ты, батюшка, вздыхаешь да слезы роняешь?» «Как же мне не вздыхать, доченька, как же мне слез-то не ронять? Задал мне царь 4 загадки, которые мне и в жизни не разгадать». «А скажи мне, какие загадки?» «Да вот какие, дочка. Что всего на свете сильнее и быстрее? Что всего жирнее? Что всего мягче? И что всего милее?» «Ступай, батюшка, скажи царю. Сильнее и быстрее всего ветер, жирнее всего земля. Что не растет, что не живет на ней, все земля питает. Мягче всего рука, на что человек не ляжет, а все руку под голову кладет. А милее сна ничего на свете нет». Ух ты, какая. Пришли к царю оба брата, Ну. и богатый, и бедный. Царь выслушал их и спрашивает бедного: «Сам ли ты до этого догадался? Или подсказал кто?» Бедный отвечает: «Ваше царское величество, есть у меня дочь семилетка, она меня и научила». «Ох, какая дочь твоя мудрая! Вот ей ниточка шелковая, пусть к утру соткет мне полотенце узорчатое». Мужик взял шелковую ниточку, приходит домой кручинный, печальный. «Ой, беда, беда, — говорит он дочери, — царь приказал из этой ниточки соткать полотенце». «А не кручинься, батюшка, — отвечает семилетка». Отломила прутик от веника и подает отцу и говорит: «А ты поди к царю, скажи, чтоб нашел такого мастера, который бы сделал из этого прутика кросно, чтоб было на чем полотенце ткать». Ага. Мужик доложил про то царю, а царь ему дают 1,5 яиц. «Отдай, — говорит, — своей дочери, пусть к завтраму выведет мне 1,5 цыплят». Ты посмотри, что Воротился такое. мужик домой еще кручиннее, еще печальнее. «Ой-ой-ой, доченька, от одной беды увернешься, другая навяжется».
А ты не кручинься, батюшка, отвечает семилетка. Испекла она яйца и припрятала к обеду да к ужину, а отца посылает к царю. Скажи ему, что цыплятам на корм нужно необычное пшено. В один день, чтобы оно было поле вспахано, другое, чтобы было засеяно, сжато и обмолочено, а другого пшена наши цыплята клевать и не будут. Царь выслушал и говорит: ох, какая дочка у тебя мудрая, но пусть на утро сама ко мне явится, ни пешком, ни на лошади, ни голая, ни одетая, ни с гостинцем, ни без подарочка. Ух ты. Ну, думает мужик, такой хитрой задачи дочка не разрешит, придется пропадать совсем. Не кручинься, батюшка, сказала ему доченька. Ступай-ка к охотникам да купи мне живого зайца да живую перепелочку. Отец пошел, купил ей зайца да перепелку, а на другой день поутру сбросила семилетка всю свою одежду, надела на себя сетку, в руки взяла перепелку, села верхом на зайца и поехала во дворец. Царь ее у ворот встречает. Поклонилась она царю. Вот тебе, государь, подарочек, и подает ему перепелку. Царь протянул было руку, а перепелка порх и улетела. Хорошо, говорит царь, ох, как приказал, так и сделано. А скажи-ка мне теперь, ведь твой отец беден, чем же вы кормитесь? Да отец мой на сухом берегу рыбу ловит, ловушек в воду не ставит, а я подолом рыбу ношу, да уху варю. Да что ты глупая, когда бы эта рыба на сухом берегу живет? Рыба же в воде плавает. На что девочка ему говорит: ах, какой ты, батюшка, царь умный! Когда это видано, чтобы телега жеребят приносила? Царь присудил отдать жеребенка бедному мужику, а дочку его взял к себе. А когда семилетка выросла, он женился на ней, и стала она царицею. Ой, какая хорошая сказка. Вот какая сказочка. Ну что же, друзья мои, пора чистить зубки и укладываться в кроватке. Спокойной ночи, друзья. Спокойной ночи, ребята.